великий князь, не проигравший ни одного сражения. Святой благоверный князь Александр Невский, небесный покровитель Санкт-Петербурга, одна из самых значимых и почитаемых фигур в российской истории. 800-летие со дня его рождения будет отмечаться в этом году в соответствии с указом президента России. Великий князь Александр Невский, за свою жизнь не проигравший ни одного сражения, во время правления которого Русь в битвах отстояла свою независимость от Запада, а в дипломатических отношениях с Востоком сохранила себя в условиях татаро-монгольского нашествия, был канонизирован Русской Православной Церковью в 1547 году. 12 сентября 30 августа по старому стилю в России День памяти святого Александра Невского. В этот день, 297 лет назад, в 1724 году, по повелению Петра I, нетленные мощи благоверного князя были перенесены из Владимира в Санкт-Петербург, в Александро-Невскую лавру. Священник Николай Воскренский рассказывает об этом в жизнеописании. Святый благоверный великий князь Александр Невский. Перенесение мощей совершилось 30 августа 1724 года, день освящения храма Святой Троицы в Невском монастыре. Император Петр сам встретил мощи святого князя у устья Ижоры и, поставив их на свой знаменитый ботик, со своими вельможами вез в Санкт-Петербург. И по приезде на нарочно устроенной пристани сам с сановниками донес драгоценную святыню в монастырь. Более 6 веков свято чтится на Руси благословенное имя святого благоверного князя Александра Невского. Несмотря на то, что далеко от нас он жил и действовал в нашем Отечестве, но земные славные подвиги его доныне живут и разливают жизнь между нами, его отдаленными потомками, пишет Николай Воскренский. О жизни и подвигах Невского рассказывают материалы отдельной коллекции на портале президентской библиотеки. Исторические исследования. Жизнь и деятельность великого князя Александра Ярославича Невского в связи с событиями на Руси в XVIII столетии. Историка Григория Холодного. Ледовое побоище профессора Владимира Мавродина. Житейская и церковная литература. Житие святого благоверного князя Александра Невского. Святой благоверный великий князь Александр Невский и свято Троица Александра Невского лавра. Александр родился в мае 1221 года в Переславле-Зарецком и был вторым сыном переяславского князя Ярослава Всеволодовича. В те суровые времена мальчикам приходилось рано взрослеть. И в 1225 году Александр прошел обряд княжеского пострига. После совершения обряда отрока сажали на коня. Это означало его будущую самостоятельность. В руки давали оружие, обыкновенно колчан со стрелами. Это указывало на обязанность князя защищать родину от внешних врагов. Описал этот обряд протоиерей Михаил Хитров в книге «Святой благоверный великий князь Александр Ярославич Невский». Княжичей с молодых лет учили грамоте. При обучении старались юношу ознакомить с книгами священного писания, главным образом с Евангелием и Псалтирью. Не были и пренебрежены светскими знаниями. Юные князья обучались иностранным языкам, преимущественно латинскому и греческому. Знание языков, по словам монаха, давало почет от иностранцев, но с особенным усердием юных князей знакомили с событиями родной старины. Для этой цели служили наши летописи. Наряду с книжным обучением, разумеется, обращалось большое внимание и на воспитание физическое. Для этой цели служили верховая езда, стрельба в цель, военные игры и тому подобные упражнения, пишет Михаил Хитров. В 1230 году отец посадил Александра и старшего 10-летнего брата Федора на княжение в Новгороде. В 1233 году 12-летний Александр впервые участвовал в военном походе на Дербт, а ныне Юрьев. В том же году умер Федор. Юный князь остался единственным правителем города, где постоянно возникали волнения. Сначала ему помогал отец, но в 1236 году он уехал княжить в Киев.
С 15 лет Александр начал самостоятельную княжескую деятельность. Как писал профессор Иван Беляев в издании «Великий князь Александр Ярославич Невский», в продолжении этих лет незаметно вырабатывался характер Александра. Складывались те черты, которые впоследствии составили то прекрасное целое, которое доставило Александру уважение современников и славу в дальнейшем потомстве. В непростых условиях формировались его личность. Благоверный князь Александр Ярославич был витязь весьма храбрый и мужественный. Сердце у него было рыцарски благородное, ум светлый, наружность внушительно строгая. Был он добр, паче меры, со всеми ласков и весьма радушен. Александр Ярославич, подобно всем великим полководцам, отличался необыкновенной отвагой и смелостью. Из всех битв, в которых он участвовал, особенно две были замечательны. Невское и Ледовое побоище, говорится в брошюре «Благоверный князь-воин Александр Ярославич Невский». В 1240 году шведские войска высадили в устье Невы и приготовились к осаде Новгорода. Молодой новгородский князь Александр выступил против них с небольшой дружиной. Как и в других битвах, ему помог талант полководца, о котором пишет Николай Воскренский. Вдохновенный вождь, он умел вдохновлять народ и войско. Он никогда не смущался даже и тем, что его ратная сила была ничтожна в сравнении с силой неприятельской. И действовал быстро, с живейшей верой в святое дело и геройство своих богатырей. Решительный и неустрашимый дух его как бы непосредственно передавался его дружине. Битва произошла ужасная. Дрались с утра до вечера. Однако отважные шведы не выдержали быстрого и смелого натиска. Немногочисленные русской дружины с позорностью, трусостью отступили, то есть, говоря проще, бежали. Говорится в брошюре. Блестящая победа дала полководцу прозвание, с которым он вошел в историю России – Александр Невский. В том же 1240 году немецкие рыцари Тевтонского ордена захватили Псков. Князь Александр возглавил борьбу с врагом, и в 1242 году Псков был освобожден. Основные силы немецких рыцарей сосредоточились у Чудского озера, где 5 апреля 1242 года состоялась битва, вошедшая в историю как Ледовое побоище. Академик Владимир Печета в историческом очерке «Александр Невский» писал, что, по словам летописи, была тут злая и великая сеча для немцев и чуди, так что и лед на замерзшем озере подломился, и не видно было льда, потому что он покрывался кровью. Поражение псов-рыцарей было полное. Александр Невский пользовался уважением и любовью не только своих соратников и русского народа, для защиты которого он не жалел сил. Даже враги и политические противники признавали его неоспоримые достоинства. Когда после побед на западе России главным направлением внешней политики Александра стали отношения с Золотой Ордой, в 1247 году князь Александр отправился на Волгу к хану Батыю. Князь отказался по его приказу последовать языческому обряду, но Батый отпустил его с великою честью и говорил окружающим: «Воистину несть подобное сему князю». Действительно, обаяние великого князя Александра было повсюду весьма велико. Княжение Александра продолжалось до 1263 года, когда он, возвращаясь из Орды после успешных переговоров с ханом Берке, заболел и 14 ноября скончался, приняв великую схему с именем Алексия. Он был погребен во Владимирском монастыре Рождества Богородицы. В 1370 году его мощи были открыты нетленными, и с 1724 года покоится в Петербурге в Свято-Троицком соборе Александра Невской лавры. Изготовленная для них в XVIII веке серебряная рака весом почти 1,5 тонны находится в Эрмитаже.